В фильме якутского режиссера Эдуарда Новикова «Царь-птица» получил гран-при и приз 200 тысяч рублей на завершившемся в Иркутске Байкальском международном кинофестивале «Человек и природа» имени Валентина Распутина. В этом году для участия в кинофестивале поступило 624 работы из 45 стран мира. Усилиями отборочной комиссии в конкурсную и в неконкурсную программу было отобрано 54 работы из 27 стран мира. Президент фестиваля Сергей Мирошниченко отметил, что картина «Царь-птица» – яркий пример малобюджетного кино. С подробностями моя коллега из иркутского телеканала АС Байкал ТВ Марина Биклемишева. Прямо в сердце зрителей ударил фильм «Царь-птица». Это малобюджетное якутское кино, в котором сплелись вековые традиции и легенды народа, любовь к родному краю, мудрость и доброта простого человека. 30-е годы. К двум старикам в глухую деревню прилетает священная птица – орел. Прогонять его они не смеют. И живут вместе в одном доме. Исполнитель главной роли Степан Петров всю жизнь работал шофером. Уже 35 лет он играет в любительском театре своего села Кюрдем. Недавно Степану Дмитриевичу присвоили звание заслуженного артиста Якутии. С «Царь-птицы» в 73 года для него началась большая актерская карьера. Такие фильмы надо ставить и молодым поколению надо учить свои обычаи, надо уважать, надо к природе так относиться бережно. Ну, наверное, вот так, чтобы молодые люди знали свои обычаи, корни. Фильм снят по рассказу Василия Яковлева «Со мною состарившаяся лиственница», основанному на реальных событиях. «Царь-птица» летом получил главный приз Московского международного кинофестиваля. Возможно, он представит Россию на премии «Золотой глобус». Такое вот малобюджетное, но большое российское кино. К слову, иркутские кинематографисты тоже получат возможность снимать фильмы. Будет финансироваться, я могу сказать, малобюджетное игровое кино. И будет объявлен конкурс на заявки, сценарии, и будет сниматься. Марина Биклемишева, Павел Рютин. Новости АС Байкал ТВ.